Так, ребятушки, сегодня 29 января. Вот смотрите, какая погода. Туман. Ну, сейчас уже более рассеялся. И у меня в руках пила сегодня. Сейчас я собак отпущу. Блин, невозможно что-то говорить. Сегодня хочу начать пилить вот эти дрова. Сейчас отпущу собак. Ну, немножко рассеивается туман. 22 градуса сегодня. Не так холодно, безветренно, но я не знаю, почему туман стоит. Ладно, отпущу этого крикуна, блин. Вот так. Крикун. Увидит камеру, все, начнет как комментировать, блин. Ничего не слышно из-за него. Смотрите, какой Майдан тут. У меня Айда сейчас, у Айды начался карантин. Короче, отпускать я ее не буду. Карантин, пускай сидит, домашний арест вообще. Кобыли к ней ему сейчас начали приходить. Конечно, я иду против природы, но так надо. Заказ щенков у меня нету, чтобы кто-то заказал у Айды щенка. И не хочу я, чтобы она гуляла. В общем, потерпит недельки-две. Да. Нет, не отпущу я тебя, сиди дома. Кобылина. Везде обоссанут. Знаете, сколько собак тут тусуется вон. Так, сегодня у меня будет съемка будни. Будни, деревенские будни. Соседи уже все дрова спилили, кололи, а у меня еще ничего не начато. И этим я сегодня буду заниматься. Ладно. Так. Вчера затапливал мастерскую. Еще чуть-чуть тепло. Занимался тут своими делами. Ну, как обычно. Я уже не раз показывал. Привада у меня тут висит. Приготовил там на куницу всякой вкуснятины. Но так не использовал. Вовремя не настораживал капкан. Сейчас уже январь месяц уже, я не знаю. Наверное, выкинуть придется это все дело. Ну что я сюда зашел? Зашел я за бензином. Немножко тут бензин есть, но дополнительно на заправлю. Чуть-чуть, ну, где-то 2 месяца он уже перестоял тут. Хочу добавить сюда еще присадку масла, чтобы уже верняк, чтобы ничего не заклинивало от того, что недостаточно присадки в топливе. Так. Ну, да. Сейчас сходим на другой гараж. Там я, в принципе, не добавлю. Все равно пускай будет больше масла. Так. Сейчас опять снегопад был, пурга, метель. Бураницы уже опять не видно. Хотя тут я проезжал на днях, пару дней назад, наверное, на буране. Вон какой. Сколько снега. Ничего не видно. Все в тумане. Так, ну тут заправки 2 или 3 будет. Не хватит нам, думаю, чуть-чуть бензина. Опа! Там сказали 13 кубов. И 10 на 10 кубов у меня 4 заправки уходит. Если 13, значит уже там больше.
потратим бензина. И у меня сливная труба здесь выходит, вот в этом месте, вот, видно. Я закопал все это дело. Она сейчас уже морозы 2 раза у меня что-то, как сказать, труба замерзнет и вода не уходит. Приходится трубу менять там туда-сюда, не знаю почему. И вроде все, ни щелей, ничего нету. А канализация выходит вон туда, там яма у меня. Там яма, ну туалет выходит. Туалет выходит, с ним пока все нормально. А вот здесь вот сливная труба у меня замерзает, не знаю почему. Так, ладненько сейчас. Так, ну что тут у нас? Как обычно, ничего нового. Так, по катушке были, надо заправить еще бензин. Через день, наверное, мы съездим на первую избу. На первую избу поход на Буране будет. И поеду, наверное, с сыном, с старшим сыном. Приехал на каникулы. Тент заодно будем тестировать все это дело. Вот смотрите, блин. Здесь вроде щелей нету. Как-то надо, наверное, пропенить там. Там вот смотрите, снег вот как заходит. Но это уже бардак. Это такой косяк с моей стороны. Это недоделка. Шкуру надо тоже взять с собой. Вот так. Шкура оленя. Вон. Шкура оленя, подарок с Ижемского района вроде как. Что я зашел? Мне нужно... Так, присадка Husqvarna. У меня пила Husqvarna и всегда, ну, так все время заправляю Husqvarna. Присадка Husqvarna. На глаз сейчас залью немножко так. Так, ну топливо тут литра 1,5, наверное. Примерно уже разбавленный с маслом. И еще чуть-чуть залью. Пускай будет. Но это не хватит на пачку дров. Еще. О, такая синька получилась. Ну пускай дымит. Ничего страшного. Пускай дымит. Так, сегодня у меня загружается поход на Буране. С прошлого похода он у меня тут снега там сколько, мать моя моржиха. О, бак весь в снегу тоже, все в снегу. Так, ну ладно, это я пока тут оставлю. Думаю, еще придется сегодня или завтра, как будет идти работа, еще заправлять бензин. Так, где-то у меня еще должен быть запас прошлого года. Ой, блин. Топливо-то. Ну-ка, иди сюда. Вон она. Здесь у меня с маслом 20 литров. Это надо тоже сжечь. Заправлю полный бак, чтобы уже... Снег сколько. Бересту заготовили. Вот летом не поленились. Береста. То в прошлом году без бересты вообще затапливать было нечем. Сейчас хоть запас. Есть, это хватит. Ладно, пойдем лить дровишки. Короче, я буду сегодня заниматься дровишками.
идее, если приходили нормальные женихи, другое дело. А приходят всякое разные, там, дворняжки и, ну, собаки голодные бегают. Хозяева на зиму там, как осень, картошку выкопают. Все, собак отпускают с привязи. И целую зиму они бегают голодные. Голодные, даже бывает жалко их. А летом более-менее хоть на цепь посадят там. Ну, штрафы идут. Сельсовет, наверное, думаю, 1000 рублей, как помнится, если не на привязи у тебя собака, 1000 рублей штраф идет. И более-менее как-то люди сажают на цепь. А сейчас дофига этих бегает. И такие собаки сейчас пошли, что вот ни с кем никто не дерется. Не дерется. Все какие-то дружелюбные. Я не знаю почему так выходит. А? Ой, а ты сиди. Да, ты сиди. Да, не отпущу я тебя. Угу. Придется терпеть. Да? Ой, слушайте. Балдеет. Жалобные глаза сделала. Ай да. Тулан где? Ты сам где-то рядом был, а? Как всегда где-то, вон еще второй. А? Оле, тоже молодец. Я смотрю, весь в слюне играет. Ну, играют и играют. И все так. Сейчас драки я не видел, чтобы собака от злости, блин. Ну, гомосеки есть, гомосекина. Тулан! Я твою мать! Ну-ка уйди! Фу! Только вот какая жизнь, такие собаки пошли, блин. Раньше как-то они, увидишь на дороге, дерутся там, рвут друг друга. А сейчас кто кого успевает, тот и лезет на друг друга. В общем, не буду уже материться на. Так, хвалить свою пилу не буду. Это первые выпуски еще. Спрашивали, какая пила. Husqvarna 340. И, ну, еще в лесу я работал, когда в те времена первые выпуски вот пошли и тоже купили. Сперва один с бригады купил, потом второй, третий, и пошло-поехало. Вся бригада вот, полупрофессиональная. Помнится, еще лес мы валили, пила Урал была. Пила Урал была, и привезли первую вот валочную пилу Husqvarna. Там вальщик, конечно, Уралом пилишь, а Husqvarna привезли, только подходишь к дереву, газанешь, и дерево уже свалился, все. Это такая скорость после Урала, вообще ужас. А сейчас вот уже новые выпуски идут, пилы Husqvarna уже все. Сосед тоже купил. Вот я не знаю, почему так из-под масла крышка, что вот на пиле, бывает засасывает, блин. Невозможно открутить. Так. Давно уже не заводил, не знаю, заведется, нет. Ну тоже уже пила старая у меня. Насос там. Ну вот, скажем, самотеком я пилу выключу, и масло с редуктора самотеком идет. Не очень хорошо тоже. Но это уже что-то
как сказать, комментировать невозможно. Потому что так. Интересно, заточил я? Нет, это уже. Вроде. Сейчас сперва попилю, заправку спилю, потом уже буду точить, наверное, вроде как. Заточка есть, все. Ничего, замерзло тут. Так, все замерзло. Все замерзло, интересно. Пошла. Нормально. Так, ребят. Сейчас будем работать. Сюда. Здесь еще отверстие на в конце шины, там звездочку тоже смазывается, но невозможно, там еще замерзло. Это пускай будет. Иван очередной зять пришел. Смотрите, какие шавки бегают возле Айды. И к ним как-то западло выпустить спаниель. Нам ты не нужен. Вон бойцы, вон еще второй. Ну это женишок, конечно, знакомый. Старый женишок. Это было дело, я показывал щенка черного. Черного, это вот него. Главное в этом деле завести пилу. Пила. Не дерутся, обнимаются только. Что за собаки пошли?
Вот что творят наши лайки. Насилие средь белого дня. Тула! Дурдом полный. Хоть бы разозлился на кого. Так? Короче, вот так я и работаю. Ну, потихоньку буду ходить. Саботаж. Так, короче, работа кипит. Как мы видим, ждем потихоньку. Помощник мой спаниель тут сидит. А, дружище.
Сейчас, наверное, все-таки жалко мне его. Угощу я. С куриную лапку тоже дам. Подписчики выслали мне донат, чтобы я купил вкусняшки для собак. Ну, время от времени я даю им вот эту штуку. И сейчас я тоже с ним заслужил. Пускай тоже порадуется. Не хочу, чтобы он, конечно, привык ко мне и чтобы ошивался тут. Просто жалко. Сейчас холодно, на улице мороз. Но пусть погреется, погрызет, если не отберут крупные собаки. Вот так. И я также в сухую даю, и еще куриные шейки. Я шейки, конечно, кашу, наверное, сварю с куриным шейком. А лапки так грызут. Вот так. Хозяин в запое, вот собаки вот так гуляет. Пусть греется. А я наоборот. Собакам холодно, а я вот в таком состоянии. Хоть 20, хоть 30 градусов, когда работаешь, жарко тебе. Тулана я посадил на цепь и на вольер. Пускай сидит в вольере. На улице солнце выглядывает, туман чуть-чуть рассеивается, но безветренно, вон как из трубы идет дым. Так, видно, не видно там. Фу, вот это я спотел, ребят. Ну где-то заправка, наверное, спилил заправку. И вот такое количество. Не знаю, сколько по заправкам будет, это уже, ну вот, эти чурки я спилил на, где-то метр. Сейчас я отсюда уберу, и это дрова заготовлю, я еще спилю где-то сантиметров, он отметил сантиметров по 30, и эти дрова пойдут у меня в гараж, и там печка-буржуйка, маленькая печка, не хватает. Ну, где-то на часик про голод забудет. Из по помойкам бегает бедолага. И там еще вторая мощное бревно, но гнилое оказалось. Гнилое, вот деньги платишь и за эту гниль. Гниль привозят 9000 рублей за эту гниль оплатили. Ну, где-то, я не знаю, пару штук таких у меня будет там. Самые крупные, они гнилые. Вон там тоже нехорошие. Штуки 3, наверное. Все, перекусил. Перекусил. Хулиган. Ладно, ребята, я буду продолжать работать. Сейчас я заправлю. Вторую заправку буду пилить. Там уже бак пустой, можно сказать. Соседка вышла. Каждую неделю так надо убирать с таких парников снег, потому что давит, придавливает. И вот такой лопаткой Дарья убирает снег. А я работаю потихоньку. Работа кипит. Вот так.
соседка. Работу на сегодня закончил. Смотрите, сколько дров я спилил. Примерно 1,5 заправки. Потом тропинка у меня, ну, завалю и негде будет ходить. Сперва, перед тем, как пилить, я лучше буду колоть. С сыном поколем здесь тропинку и дальше будем рубить. Ну, небольшой, дальше будем пилить. Как бы после того, как поколем. И небольшой, как сказать, ущерб. Одно полено, ну не полено, а вот эта стойка, по которому я скатываю бревна, короче, упал. Неуклюже я кинул его и попал на лопату. Вот такая трещина получилась. Сухостой попадается 3 бревна, наверное, вот такого сухостоя. Но это в мастерскую дрова пойдут. И еще одно бревно я отделил, как бы диаметром где-то 13 сантиметров. Ну, нормальное бревно. Это пригодится у меня. Ой, немножко даже чуть-чуть, наверное, гниловатое тут. Посмотрим. Сейчас по возможности, сколько можно, я отделю. Ну вот, где-то, не знаю, сколько кубов я спилил. 1,5 заправки. 3 мощных бревна, вообще крупные и гнилые. Вот еще бревна. Там сухостой. Это гнилое. Да. Ну, ничего. В основном баланс хороший. Ну, чистый. Даже сейчас комментарии, думаю, пойдут. Из таких бревен можно баню строить. Как в прошлом году я пилил дрова, и такие комментарии были. Все. Ну, немножко показал свою работу, как я пилю дрова. И на этом буду видео заканчивать. Следующее видео у меня, наверное, будет уже поход на первую избу, если сильные морозы не будут. Потому что, вон, смотрите, солнце выглянуло, и ощущение чувствуется уже, что мороз немножко ударят через пару дней. Все, ребята, на сегодня больше снимать уже ничего не буду. Всем пока и удачи.